marşam bayrak la ilahe illallah Azat фабалдайла цера la ilahe illallah. Русский офицер, присутствующий при пленении Мансура, описал это событие в весьма восторженных тонах. Наконец-то взят в плен имам Мансур, столь долго приносивший россиянам беспокойство. Он и тогда, когда уже не осталось ни малейшей надежды к спасению, долго еще защищался. Представлен главнокомандующему Гудовичу и тем умножил блеск нашей победы. Мансур тот час был припровожден в Петербург. Когда пленный имам Шамиль жил в Калуге, раз в неделю к нему приходил высокопоставленный офицер Руновский, готовивший его жизнеописание, и предлагал тему, которую пленник должен был осветить. Однажды он задал пленнику вопрос: кто был имам Мансур? Шамиль восторженно, с огромным уважением к памяти Мансура, обрисовал образ своего далекого предшественника. Мансур скончался за 3 года до рождения Шамиля. Он назвал имама из чеченского села Алды родоначальником духовного и политического возрождения мусульман Северного Кавказа. Свой рассказ Шамиль закончил такими словами: «Мансур был человеком, одаренным от природы всеми высочайшими достоинствами, моральными и физическими. Он владел необыкновенным даром слова, который при его мужественной, увлекательной наружности имел неотразимое влияние на горцев, симпатизирующих всему, что резко бросается в глаза или поражает слух». Тифлис, 1873 год. Мусульманский писарь.